Не пойму, ребят, или на улице потеплело, что-то его воздух вроде как теплый стал такой. Даже на лодке сегодня не замерз ни хрена. Бывает, остываешь. Значит, тепло. Ну вот. Наша вторая изба. Фух. Чоло здорово, карка, лежу дышать. Снова мы здесь. Да, территорию, как всегда, придется скосить, убраться. Весной меняли нижние венцы, вроде как все нормально с левой стороны. С правой стороны чуть-чуть вроде как ощела или что там. Немножко. Да нет, нормально все. Все ништяк. Сейчас скосим и посмотрим поподробнее, поснимаю. Вот, с весны тут мы не были. Весной последний раз мы здесь были. Остатки бревен. Здесь дрова. В принципе, дрова мне хватит на осень. Буду пилить отсюда. Тратить. Ну, посмотрим. А здесь сыро. Почему? Смотрите, здесь сырость. Где-то протекает, ребят. Течет. Здесь пробило этот. Вон там где-то течет, ребят. Весной опять же придется мне. Но тут видно, как сырая доска. Ну да. Чолом здорово, карка, лежу жатчины. Знаю, тут рыбак приезжал. Вон банка даже. Мясо, каша какая-то. Посмотрим, сейчас зайдем. Оружие оставим тут. Ух, что-то как. Чолом здорово, карка. Столик, как ни странно, ровно стоит. Терпимо, чуть-чуть. Надо приподнять, ну, буквально сантиметр. А в остальном, ребят, все хорошо. Ничего не изменилось. Пока все здорово. Вот привычка у этого рыбака. Прошлый раз оставил он мне бутылку пустую. Сейчас вот смотрите, консервную банку пустую. Вот нахрена, спрашивается, пустые банки, бутылка оставлять на столе. Не понимаю. Это один и тот же человек, ребят. Я знаю, он мне сказал, что он здесь был. Так, разделся я, ребят. Ух, жизнь как вспотел. Разрядился аккумулятор. Опа. Вот такие пустые банки. Вот мешок я уже приготовил. Вот сюда. Выкидывайте, еще проблем никаких. Вот, наша задача еще, ребят, сегодня убрать территорию, во-первых, в порядок привести. Ну, блин, бытовые дела. Бытовые таежные дела ОСБ. Это первоначально 100%. Скосить. Потом я привез пену, пенный пистолет. Я нижний венец, у меня все открыто еще. Буду утепляться. Пеной пропеню. Там, ну, паз, щель. Мох, вон, бери, не хочу, но, знаете, я быстро все сделал. И тут у меня вот этот паз, как бы, надо утеплить. Здесь я нижние венцы тоже закрою, вот для этого я уже приготовил. Это полубревно такое. А здесь вот эти щели я пропеню все. И будет тепло. Да и железной печкой никогда мы не замерзнем. Вот. Ну вот тут тоже, ну, пройтись. Один венец там. Дискомфорт будет. Это там у меня еще, знаете, придется мне вот снять вот ту доску. Это выгрузить оттуда дрова, снять вон самое крайнее плаху, ну, это, как сказать, половую доску. И там тоже щель вот пропенить. Там тоже у меня бревно лежит. А вот здесь, смотрите, блин, это сырость. Это там протекает.
капитально. Не знаю, у меня рубероид осталось, нет. Может даже и придется мне рубероидом этот отремонтировать, если очень сильно будет капать. Ну там сгнившиеся доски, вот не хватило шифера чуть-чуть. Бля, и у меня и эти есть еще листы типографические, не знаю сколько тут в наличии. Хватит, не хватит, вот край надо как чем-то закрыть. Если сейчас этим не займусь, весна обязательно обе конца. Но кровля уже, конечно, старый шифер там. Вот все время что-то надо делать, постоянно, каждый год. Где-то вот в эту весну вот нижние венцы меняли там. В будущем году крышу что-то придется ремонтировать. Капец. Так, ладно. Сейчас я буду перетаскивать свои вещи. Они не так близко, от реки изба у меня в стороне. Пару часов на это у меня уйдет. Ладно, будем работать. Чуть позже включусь, ребят. Печку пока топить не стану. Вон, куда-то... Ну-ка, фу. Я не понял, это что? Не-то куница. Нет, это не куница, ребят. Вот смотрите, какие когти. Падаль. Вон, вперед. Надо выкинуть куда-то. Тащит все подряд. И смотрите, не знаю, откуда он это принес. Это от чего он этот умер, этот зверек, хрен пойми. Вот такой падаль кушает все подряд собак и заболевают потом. От чего-то он тоже умер, блин. Я иду к реке. Вообще штиль, ни одного рябчика не слышно. Как-то скучно тут. Скукота, что-то начало не очень. Осталось 2 ведра и 1 рюкзак. Это маленькое ведро пока тут оставлю. Может, на рыбалку приду. Пускай тут будет. Ну тут еще у меня лебедка и как сказать, сумка с маслами для запчастей для мотора. Немножко вода. Это когда пилил бревно. А так, между прочим, вообще нигде не пропускает. Вообще ни капельки не вошло. Хотя сейчас прилично тоже он лежал на берегу, эта лодка. Все хорошо. Так. Вот я укрепил вот здесь вот еще вот такую пластину поставил. Надеюсь, видно пластину, но что-то не по себе. Еще, наверное, один вот сюда закреплю. Вот так. Пускай будет. Это к весне на большой моторе. Никацу 9.8 там нагрузка большая. Наверное, чуть-чуть переделаем, может, что-то. А так, вроде все хорошо. Здесь только один уголок крепления. Больше ничего так. Вот так и все. Топливо, ну, прилично так ушло у меня. На малых оборотах ехал сегодня. Фу, ладно, надо идти. Работы непочатый край. Да, Тулам? Вперед, вон. Вон, сейчас никуда не поедем. Мы уже приехали. Да. Вот так, пошли. Эту доску другой день. Я еще не раз сюда приду. Пока пусть тут стоит, а потом другой раз отнесу на избу. Все, перетащил все вещи. Тут у меня бензопила, подсумок, там топливо для пилы, топор. В общем, 3 ведра. Здесь у нас получается картошка, морковь взял и свеклу еще, ребят, взял. Не знаю почему, может приготовлю что-то, если нет, так нет. Что-то вот, если захочется по-домашнему что-то вот приготовить.
А так в основном у нас на пищу, на еду идет, конечно же, картошка. Вот. Ну вот, 10-литровое ведро. В том ведре, что у меня показывать не стану, здесь у меня чисто гаджеты, маджеты для съемки и также радио есть. Целое ведро, ребят. Аккумулятор, пауэрбанков, мама не горюй там. И еще 3 рюкзака. Вот такие огромные большие рюкзаки. Так что без всего этого, ну, долго не проживешь. Чуть позже я вам покажу, а сейчас попью чай. Затопил печку, так как сырость в избе, немножко прохладно. Попью чай. На завтрак пожарил яичницу 5 штук, наверное, тут или сколько, я не помню, с утра. Сахар долго думал, брать, не брать, потом вот такой килограммчик взял. Ну, если есть, все равно пусть в запасе будет. Сейчас буду разгружать первый рюкзак. Одним словом, молоко. С завтрашнего дня уже я буду варить кашу на молоке. Потому что, ну не знаю, недельку-то можно держать дольше. Потом простокваша получится. Одним словом, молоко взял. 3,5%. Это таежная распаковка, ребят. Как бы там ни было, кому-то нравится, кому-то нет.
всегда показывал и буду показывать таежную распаковку. Вот, молоко взял. Сейчас полностью разгружу я этот. Вот масло. Сливочное масло с кашей. Тоже сразу на улицу вынесу. Сырое яйцо. 10 штук. Вот такие. У нас в продаже, редко так привозят такой коробкой. Я обычно в Сыктывкаре беру в таких коробках и не выкидываю коробку. Раз, второй, третий раз бывает. Раза 3 использую. Хорошая так. Тоже на улице вынесу. Так, майонез. Майонез это, в принципе, тоже пока на улицу вынесу. Кефир. Не помню, здесь мука осталась или нет. Если есть мука, может быть, даже оладьи буду печь. Потому что я сюда приехал не на один день. Это все быстро закончится. Колбаса. Батон колбасы взял, чтобы, скажем, в походы, когда я буду ходить на охоту, бутерброды сделать. Вот эта колбаса тоже, конечно же. Опарыш взял. Не знаю, рыбалка получится, нет. Я рыбачить особо не хочу. В основном у меня охота. Сыр Дружба. Вот такие сыры. Постоянно всегда беру на промысел, на охоту. Потому что он тоже как бы удобный. Вот такую пачку взял, хлеб кусок взял, в рюкзак закинул и все, можешь идти. Там полдня гуляешь, хватает один сыр. Можно 2 сыра. Смотря на сколько времени уходите в тайгу. Вот. Это здесь из холодильника я сегодня загружал. Здесь больше ничего нету тут. Пустой рюкзак. Так. Сейчас попью чай и дальше покажу вам, что в других рюкзаках. Для ориентира кому-то может пригодиться, что вот брать походы на дальние, длительные походы. Не на один день. Я беру, ребят, самые простые продукты. Самые простые. Как сказать, не скоро портящиеся. Вот в основном кашу будем варить, супы, еще что-то там жарить будем, парить. Я не знаю. Сейчас покажу. В принципе, что там. Все как обычно. Тулан куда-то ушел. Давно уже его нету. Не лает, самое главное. И лая нигде не слышу. Но нагуляется, он и придет. Пусть бродит. Все обследует тут поблизости. Опасность есть или нету. Самое главное, ни птиц, ни зверей никого пока не облаял. Не слышно. И яичница. Второй год пользуюсь такой пластиковой посудой. Он легкий, во-первых. Можно и кашу сюда с вечера приготовить. Утром взять кашу и все. Да хоть что. Блять. Дел много еще. Не успеешь оглянуться и стемнеет. Чай попил. Позавтракал. Разгружаю второй рюкзак. Так, здесь у нас, ребят, в этом походе взял такие вот сухари. Он очень вкусный, с чаем хорошо идет. Дальше раздражитель некоторых подписчиков. Вот 3 штуки взял. Тоже пригодится. Даже я могу в рюкзаке с собой брать. Он легкий, во-первых. И в поход. Пеший поход. Так. Дальше взял подушки, конфеты. С чаем тоже. Но я думаю, достаточно. Вот сейчас конфеты в руках держу. С
Вспомнил, только вспомнил, барбарис забыл. Надо еще было барбарис взять. Потому что барбарис, ребят, он в походе, когда вот хочется пить, ты закинул там в рот, но... Ой, блин, да и кроме этого еще другие конфеты я брал именно для похода на вторую избу. Вот это я забыл. Там в шкафу и осталось. А барбарис забыл купить. Вот так. Суп пачковый, это сейчас тоже на скорую руку придется сварить. Так, это показывать не буду. Так, лук, чеснок. Много взял в этом году. Ну, пускай будет. Пачку макаронов взял. Вот такие. Я знаю, что у меня, если мыши не съели, у меня в запасе тут и перловка, и гречка, и рис. Все есть в наличии. И для собаки там тоже полмешка перловки есть. Что? Голодать не будем. Так, здесь у меня боеприпасы, патроны. Так, газовая плита тоже пока не нужна она. Оптический прицел. Взял оружие Север. Здесь у меня тоже для съемки все. Так, тут консервы для тулана. Мясо, индейки. Индеек-то есть. Вот такие консервы. 50 с лишним рублей. В светофоре брал. Пробно там 5 штук взял. Если понравится... И тулан будет с удовольствием есть. Я с кашей буду варить вот эту консерву. И если понравится ему, то буду больше брать. Это просто пробно я взял. Так, тут тоже по всякой мелочи там. И нож. Консервы еще тут. И все. Больше ничего такого я не увидел. Вот, это тоже сразу придется варить собаке. Ну, еще один рюкзак остался. Давайте сразу покажу, что там еще. В принципе, такого, чтобы удивить вас, ничего нету. Но смотрите сами. Для походов самое все это чисто для проживания в лесу. Так, здесь сменное белье. Пачку чая взял. Чай, наверное, тут заканчивался. В принципе. Так. Кашу. С молоком вот эту кашу и буду варить. По утрам может быстро приготовить и съел и порядок. Тут у меня хлеб. Хлеб. Здесь. Это я в амбар вынесу. Ну и консервы пошли. Тушенки. Вот такие вот консервы взял. Зимой я, как сказать, эти консервы, тушенку делал из свинины. Вот 2 банки взял свинину. Газеты. Еще хлеб. Так, получается 5 буханок хлеба. 5 буханок хлеба. Стула надо накормить. Еще вот такие консервы уже. Это консервы для меня. Сейчас суп сварю вот сразу с этих консервов. Быстрый суп. Просто, ну, я не знаю, что еще можно приготовить там. Некоторые прикалываются, там пачковый суп варишь. Быстро и сытно. Ну и зубная паста щеткой тут. Так. Тут банка еще. И термос. У меня 2 термоса. В длительные походы я вот этот термос буду с собой брать. Когда на целый день, уже до вечера, когда буду ходить. С ним буду ходить. А маленький термос на близкие расстояния. Ну, вот такая распаковка, ребят. Все показал. Все по-честному. На этих продуктах я буду жить. Кроме этого есть картошка. Есть рыба. Есть мясо. Мы находимся в тайге. Если
что там будем добывать и жарить, парить, варить. А может и ничего не удастся добыть. Это что тайга даст, то и будем брать. Как получится. Это они с крыльями и глубоко в воде, так сказать, так скажем. Сейчас я сперва накормлю немножко тулана, потом я ему буду варить отдельно кашу, целую кастрюлю, чтобы надолго хватило. Вот. Ну, все. Все я вам показал. Сейчас я буду все это убирать, складывать от мышей, чтобы мыши не подобрались, вот скажем, к макаронам, конфетам. Все это дело надо, хлеб вот и не вынести надо в амбар, постелить постельное, ну и заняться уже вокруг избы, варить еще. Я и говорю, дел море, куча. Чай тоже сюда. Каша сюда. Консервы надо вынести, одну банку оставить. И все. Так, это вынесем на улицу. Молоко тоже вынесем. Надо убрать отсюда лишнее. Сейчас, ребят, покажу. Вон тулан, между прочим, пришел. Сейчас покажу озеро, во что оно превратилось. Какой уровень обычно бывает. И сейчас какой уровень. Иду за водой. Чайник поставим. Ну, и начну варить там. Первым делом для собаки. И я быстрый суп-то быстро сварить. Кашу для тулана, главное. Вот оно, озеро. По осени. Уровень воды вот тут бывает. Вот здесь. Вот тут. Сейчас вода ушла вон где. Прям воду я не знаю, где набирать. Пипец. Что творится? Просто негде воду набрать. Вон тулан. Муть поднимешь тут. Вон. Немножко здесь какая-то вот окошечко есть. Ой, бля, и грязи-то сколько. Ни хрена не получилось. Надо выйти туда. Вот такие дела, проблема. Да, нехорошая тут. Везде трава. Пипец. Вот тут вода должна быть, вот здесь. Обычно еще выше даже поднимается. С горем пополам набрал. Я думал, придется на лодке выйти туда. Фу. Да. Да. Изба, чтобы была у реки, прям с течением. Или же, чтобы ручей шел. Ключевой такой, чтобы круглый год журчал. Видишь, как все меняется. Природа. А где ключ выходит, он будет выходить. Фу, подъем, конечно. Ну вот. Дым с трубы идет. Смолистые дрова там. Так. А зачем я сюда принес? Там надо оставить. Конечно же. Всегда тут у меня до заморозка. Здесь. Немножко грязно, конечно, но другой воды нет. Сейчас сядет вот это что плавает там. Угу. Нормально. Ой.